Отправляясь в поход, важно подготовиться к любым ситуациям. Например, вот это одеяло незаменимо при переохлаждении. С оборудованием и оснащением, необходимым для оказания первой помощи пострадавшим, дошколята ознакомились перед выполнением заданий очень необычных соревнований – туристской олимпиады. Перед поединком маленькие спасатели попробовали силы в транспортировке товарища. Вот те катают, да? Все, положили. Молодцы. Организаторами туристской олимпиады «Игратори» выступают члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей из города Нерюнгри. Среди нерюнгринских дошколят соревнования проводятся ежегодно. С 2021-го к ним присоединяются сверстники из Алданской Снежинки. В период пандемии это было очень актуально, потому что все мероприятия были отменены. И мероприятие в таком онлайн-режиме было первое для нас, когда мы участвовали. Но это было все очень интересно, оказалось очень легко и просто. И живое общение присутствовало при этом. Достойно показали себя юные туристы в Олимпиаде 2022. Вот таким образом командам спасателей предстояло переправиться из одной точки в другую. Страховочное снаряжение надежно закреплено, а ловкости и сноровки ребятам не занимать. Несмотря на то, что это очень юные спасатели, видно, что у них есть порыв, желание заниматься нашей деятельностью. И за это, конечно же, мы испытываем отрадные чувства. Переправа – это только первый этап полосы препятствий. Остальные задачи тоже оказались не из легких. Но с их выполнением детвора успешно справилась. Ребятам очень нравится. Единственное, что у нас не получалось приехать в город Нерюнгри, пройти 5-й этап. Гости приехали к нам. Команды юных спасателей объединили по 12 мальчишек и девчонок. Преодоление полосы препятствий стало финальным этапом Олимпиады. Предыдущие 5 испытаний проходили дистанционно. В ходе выполнения заданий ребята узнали массу интересных и полезных вещей. Спартакиада состоит из 5 этапов. Первый этап – виды костров, второй этап – виды узлов, третий этап – бардовская песня, четвертый этап – Олимпиада «Моя безопасность» и 5-й этап – туристская полоса препятствий. Участие дошколят в «Игратори» педагоги нашли весьма полезным. Ожидается, что в этом году юные спасатели примут участие в поединке в 3-й раз. Ну, конечно, очень интересно и очень полезно. Это новое дело. В детском садике всегда весело и интересно. Скучать мальчишкам и девчонкам некогда. В середине января во всем мире отмечается замечательный праздник – День снеговика. Согласно традиции, в эту дату полагается возводить снежных человечков во дворе. Погода, однако, к прогулкам совсем не располагала, и воспитанники подготовительной группы детского сада «Колобок» мастерили причудливых героев зимы из бумаги. Дети такие разные, они такие вот прям и расскажут, что-то и поделятся. Ну вот, нравится вот. Но здесь работают те люди, которые любят детей. Ольга Николаевна Морозова работает с дошколятами почти 45 лет. В детский сад пришла сразу после школы. Сначала была нянечкой, затем, без отрыва от работы окончив училище, стала воспитателем. Вопрос выбора профессии никогда не был острым. Будущую работу Ольга Николаевна полюбила еще в детстве и, повзрослев, продолжила семейную педагогическую династию. Наверное, все началось от моей бабушки, которая жила в Чите, воспитывала маму. Она была учителем начальных классов, потом стала заучем. Учителем была бабушка, почти полвека предметы словесности школьникам преподавала мама Ольги Николаевны Зинаида Григорьевна Морозова. Семейную династию сегодня продолжает ее внучка. Сама Ольга Николаевна неоднократно удостаивалась высоких наград за вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения. Она очень хороший человек и педагог, и воспитание детей очень даже вот мне нравится, как объясняет детям вот все вот. С детьми скучно не бывает, наставник взрослеет с каждым из своих воспитанников. Педагог находится в постоянном движении и творческом развитии. Люди, пришедшие в профессию по призванию, не мыслят жизни вне тяжелого труда, приносящего ни с чем не сравнимое эмоциональное удовлетворение. Совсем скоро мальчишки и девчонки попрощаются со своей Ольгой Николаевной. Осенью детвора отправится в школу. Этот выпуск у воспитателя станет 10-м. Ну, еще в начальном звене их можно узнать. А когда просто встречаемся, говорят: «Здравствуйте, Ольга Николаевна», я сразу: «Ты кто?» И говорят, сразу вспоминаю, какие они были маленькие. Здороваемся, они приходят сюда с Ольгой Николаевной ко мне. Они даже сейчас называют меня Наташа.
Профессия педагога – это непрерывный труд. В активе у воспитателя масса дидактических и демонстрационных материалов. Макеты, лэптопы и разнообразную атрибутику Ольга Николаевна делает в свободное от работы время. Дома с компьютером все это выпускаю. Уже здесь, конечно, материал я начинаю доделывать уже. Поэтому дома тоже мама мне: Оля, ну отдыхать. Я говорю: мам, а как ты приходила с тетрадками и проверяла? В воспитании и обучении дошколят основной акцент ставится на всестороннее развитие личности. Наставники уделяют внимание как интеллектуальному и физическому воспитанию, так и активизации творческого потенциала. Музыкальный педагог Валентина Гранина отдала дошколятам более 40 лет, 38 из которых работает в детском саду «Светлячок». Некоторые из ее первых артистов и исполнителей сегодня уже сами бабушки и дедушки. Впрочем, разученные в детстве песенки они помнят до сих пор. Пока есть силы, будем работать, потому что ребятишки дают очень много сил и энергии. Им отдаешь, и, конечно, не стареешь, а наоборот молодеешь. По основному образованию Валентина Ивановна – музыкальный педагог, но с детьми ей довелось работать в разных направлениях. Она была и воспитателем, и инструктором по физкультуре. Открывая дошколятам мир нот и мелодий, вместе с воспитанниками педагог неоднократно покоряла всевозможные высоты. А маленькие артисты, занимающиеся у Валентины Ивановны, известны как в районе, так и в республике. Это кадры музыкального ролика, представленного Светлячком в международном конкурсе народного творчества ко Дню Хомуса в Якутии. Алданский садик тогда стал лауреатом первой степени. У воспитанниц подготовительной группы очередная репетиция. Вместе с музыкальным руководителем девчонки готовятся к ежегодному районному фестивалю «Битва оркестров». Слушателей ожидает грандиозный сюрприз. Произведения оркестранты будут исполнять на настоящих инструментах. Мы ежегодно выступаем на районных мероприятиях. У нас уже 5-й год проходит мероприятие «Битва оркестров». И каждый год мы занимаем призовые места с ребятишками. В дошкольном возрасте пользу музыкального развития нельзя переоценить. Способствуя активизации творческого потенциала, музыка благотворно воздействует на всю психоэмоциональную сферу. Ребятишки раскрепощаются, учатся слышать и слушать, у них развивается чувство ритма и гармонии. А занимается детвора с огромной радостью. Они бегут, они ее начинают целовать в щеки, хлопают в ладоши. Они так буквально быстро охватывают ее, вот тот репертуар, который она с ними занимается. Все время в костюмах, не просто пришла, она нарядилась там. Очень много ребятишек после детского сада идут в музыкальную школу искусств. Они занимаются на разных инструментах. Кто-то из них посещает колледж, учится в колледже, а некоторые ребята уже закончили свои учебные заведения в Якутске, и они уже преподают в музыкальной школе. Большое внимание в детском саду уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Через музыкальное искусство Валентина Ивановна знакомит дошколят с культурой, историей и традициями других народов. В Светлячке имеется богатая коллекция национальных кукол. Экспонаты изготавливают педагоги вместе с детьми и родителями. У Валентины Ивановны очень много творчества по ее жизни. Она сама по себе творческий человек. Она не может сидеть без дела. Она повышает постоянно свой уровень, проводит различные интересные утренники. Горизонты для музыкального творчества воспитанников Светлячка обширны. Для создания нот и мелодий в садике имеются самые разнообразные инструменты. Материально-техническая база, она очень большая у нас. Вот в этом году мне купили вот большую такую колонку. У нас купили музыкальный инструмент. Пополняется музыкальными инструментами детскими. И, конечно, мы их всегда в действие вводим, чтобы дети их знали, чтобы они знакомились с ними и учились, конечно, играть на них. Наряду с приобретенным оснащением в музыкальном зале Светлячка имеется множество самодельных инструментов. Их, как и множество атрибутов и дидактических игр, изготавливает Валентина Ивановна. Очень атрибутов много у Валентины Ивановны. У нее золотые ручки, поэтому помогаем мы всем коллективам. Не секрет, что в становлении личности дошкольный период является ключевым. В этом возрасте идет развитие важнейших навыков. Отдельное внимание уделяется малышам, чьи образовательные потребности являются особенными.
Службы ранней помощи действуют в 2 детских садах района. В Алданском Светлячке специалисты работают с такими детками почти 2 года. Педагоги оказывают помощь семьям с детьми от 1 до 3 лет, с ограниченными возможностями здоровья и имеющими риск развития нарушений. Циклы наших занятий имеют следующую направленность. Это улучшение детско-родительских отношений, развитие познавательной сферы, эмоционально-личностной. Мы развиваем моторику детей, мелкую, общую, речь детей. Чем раньше начинать коррекцию нарушений, тем эффективнее будет результат. В службе ранней помощи Светлячка с малышами работают психолог и логопед. Также требуется ставка тьютора, который будет оказывать индивидуальное сопровождение ребятишек в детских коллективах. Есть у нас воспитанники, которые занимаются с специалистами службы ранней помощи уже в течение 1 года. Есть те, которые занимаются и получают коррекционную помощь логопеда и психолога уже в течение 2 лет. И результаты очень позитивные. Игра в песочнице – это не просто увлекательная забава, но и эффективная психотерапевтическая практика. Развитие тактильного восприятия и мелкой моторики, активизация творческого потенциала и чувства пространства, формирование усидчивости и сброс напряжения, польза песочной терапии бесспорна. Это только один из методов работы с малышами. Психолого-педагогическая поддержка, диагностика, коррекция поведения, адаптация в коллективе, деятельность ведется по разным направлениям. Мы уделяем большое внимание работе с родителями, так как только они ежедневно находятся с ребенком дома и могут применять активно полученные знания от совместных занятий, от консультаций. Педагоги службы ранней помощи Светлячка активно участвуют в профессиональных конкурсах и делятся опытом на уровне района и республики. Усилиями руководства детского сада совершенствуется материальная база службы. Якутск нам, значит, оказал помощь. Сами постоянно искали спонсоров. Районная администрация в этом году выделила нам, детскому саду было 55 лет, выделили 40 тысяч. Мы, значит, эти деньги пустили на оборудование вот как раз для совершенствования вот этой ранней службы. В настоящее время службу ранней помощи Светлячка посещают 12 семей. Проходя курс реабилитации, дети начинают говорить, у них развивается память и повышается концентрация внимания. Впоследствии таким ребятишкам будет проще найти свое место в обществе. Работа по организации служб ранней помощи в Якутии продолжается.